Собственное газоперерабатывающее производство в Якутии. Инвесторы проявляют интерес к этому проекту. Центр культурного развития на 150 миллионов рублей построит в Нижнем Бестяхе. Эта инициатива будет реализована в рамках национального проекта «Культура». Как подготовить будущих чемпионов? Ответ на этот вопрос нашел новый тренер по детскому хоккею в поселке Айхал. В эфире новости. В студии Ольга Башук. Здравствуйте. В Якутске прошел первый круг соревнований Кубка мира по вольной борьбе. Первые схватки показали достойное выступление нашей сборной. Россия одолела сборную Кубы со счетом 9-1. Единственную победу кубинской сборной принес действующий чемпион мира Йовлес Боне Родригес в весовой категории до 61 килограмма. А сейчас на месте событий в спорткомплексе «Триумф» находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про успех нашей сборной. Здравствуй, Ольга. Действительно, сборная России с большим преимуществом одолела первого соперника по групповому турниру – кубинскую команду. Между прочим, это самая именитая команда нынешнего Кубка мира. Турнир открыл якутский борец в весовой категории до 57 килограммов. Ариян Тютрин встретился с Рейнером Андрео Артега в начале схватки. Он уступил 2 балла сопернику, но быстро взял инициативу в свои руки и дважды провел успешные атаки, за каждую из которых он получил по 4 балла. Схватка завершилась со счетом 8-3 в пользу якутского борца. В весовой категории до 61 килограмма победу над российским борцом одержал действующий чемпион мира кубинец Йовлес Боне Родригес. В весе до 65 килограммов Гаджимураду Рашидову присудили победу ввиду того, что спортсмены из Кубы сняли соревнования из-за травмы. Россиянин Давид Баев, выступающий в категории до 70 килограммов, одержал победу за явным техническим превосходством. Триумфатором же первого круга Кубка мира стал действующий чемпион мира Заурбек Сидаков. Он одержал победу над своим соперником за 43 секунды. Он поделился своими впечатлениями после первой схватки. Очень такая позитивная боевая атмосфера у нас. Мы один за всех и все за одного. Болельщики, спасибо им. Очень приятно здесь вообще бороться. Очень как будто от дома борешься, очень сильно болеют за нас. Спасибо им большое. Это тоже своеобразную силу нам дает, и спасибо им большое. А в роли капитана это, конечно, ответственность, но и я себя чувствую гордо. Юрий, а как обстоят дела у других команд? Да, во второй паре группы А Япония одержала уверенную победу над Турцией со счетом 8-2. В группе Б команда США одолела Грузию, а Иран – Монголию. После церемонии открытия состоится второй круг соревнований, в котором Россия встретится со сборной Японии. Эксперты высоко оценивают шансы очень повезло на этом турнире. Нам очень повезло, можно сказать, потому что последний Кубок мира проходил в 2011 году в городе Каспийске, в Дагестане. И как раз там Виктор Лебедев боролся с иранским борцом Арахами и выиграл. И я думаю, что в этом году Российская Федерация выиграет Кубок мира. Хотя, как мы говорим, приехали очень сильные команды. Команды Монголии, Грузии очень сильные. Я надеюсь и думаю, что, скорее всего, российская команда будет в финале. Спасибо, Юрий. И к этой минуте у меня вот такие новости. Ольга. Спасибо, Юрий. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. К другим темам. Собственное газоперерабатывающее производство в Якутии. Айсан Николаев заявил об интересе инвесторов к этому проекту. Руководство региона намерено создать и осуществить проект до 2022 года. Это позволит добиться не только сохранения цен на топливо на прежнем уровне, но и их сокращения. Необходимостью в реализации такой инициативы послужили высокие цены и некачественный бензин, поставляемый на заправки республики. К слову, до 2022 года сеть автогазозаправочных станций будет расширена. Новые АЗС появятся в 16 районах республики. Подробнее о перспективах развития рынка газомоторного топлива смотрите сегодня вечером в программе «Якутия. День за днем».
Уровень безработицы в Якутии снизился на 17%. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов. Число безработных жителей снизилось в результате мероприятий, проведенных в рамках Года содействия занятости населения. Солодов отметил, что одной из эффективных мер стала молодежная биржа, действующая с 2018 года. Второй значимый проект – местные кадры в промышленность. В рамках реализации этого проекта в республике трудоустроили 6 тысяч человек, а количество промышленных предприятий увеличилось с 5 до 20. Проблемы решают, планы выполняют. Таков был главный посыл отчета директора Мирнинского комбината по итогам работы за прошлый год. Собрание хозяйственного актива провели традиционно в административном здании бывшего рудника «Мир». С какими трудностями коллектив столкнулся в прошлом году? Как исполняют новые требования промышленной безопасности в комбинате? И когда все-таки начнут восстанавливать рудник «Мир»? Все это узнавал мой коллега Роман Муконин. Актовый зал бывшего рудника «Мир» был заполнен полностью. Мирнинский комбинат подвел итоги работы. С отчетом выступил его директор. Сегодня там трудится 2740 человек. И с поставленными задачами они справляются, даже несмотря на капризы природы, когда в результате массового разлива рек прошлого года пострадали полигоны Прииска и Рилях. С трудностями столкнулись и подземщики «Интера». Из-за нефтегазовых проявлений на глубинах ниже километра рудник не может выйти на запланированную мощность. А в этом году там собираются начать добычу алмазов под дном карьера «Интернациональный», что вызовет дополнительные сложности. Приятной новостью стало решение по возобновлению работы рудника «Мир», о чем директор поделился с собравшимися. На заседании инвестиционного комитета акционерной компании было принято решение одобрить выполнение проектно-изыскательских и геологоразведочных работ. Для строительства нового рудника начинаются геологоразведочные работы для подтверждения морфологии и ценности руды. Отчитался о своей работе и правком комбината. Серьезных проблем на предприятии не имеется. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Но при этом отметила слабую работу объединения молодых специалистов предприятия. Затем последовали вопросы из зала. Их было немного. На некоторые из них, касающиеся проездов, отпусков и разных компенсаций, работники могли получить ответы у кадровых работников предприятия, но предпочли вынести их на хозактив. Интересным было выступление главного инженера Алроса. Акцент он сделал на промышленной безопасности. У нас в 2018 году в компании произошел 51 несчастный случай, в которых пострадали 54 человека, 40 пострадавших легкие травмы, 8 человек тяжелые, 3 смертельных. Почему озвучиваю цифры? Вы знаете, что в компании декларируется система открытости, недопущения сокрытий различных нарушений. В Алросе подчеркивают, о всех фактах сокрытия несчастных случаев работники могут сообщать на электронную почту prombez@alrosa.ru. Если у сотрудников есть какие-либо вопросы к руководству компании, то их можно задать по адресу вопрос@alrosa.ru. Эти ресурсы созданы для всех, чтобы первые лица Алроса могли оперативно реагировать на любые жалобы и замечания. А самые актуальные из них озвучат на итоговом хозактиве в апреле. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Центр культурного развития за 150 миллионов рублей построят в Нижнем Бестяхе. Эта инициатива будет реализована в рамках национального проекта «Культура». Объект построят полностью за счет федерального бюджета. В феврале в Министерстве культуры Российской Федерации уже утвердили задание на проектирование. Строительство должно завершиться в 2022 году. Как подготовить будущих чемпионов? Ответ на этот вопрос нашел новый тренер по детскому хоккею в поселке Айхал. Секретом он поделился с нашими коллегами из Алмазного края. Совсем недавно он играл на позиции форварда в командах «Кузнецкие медведи», «Алтай» и «Красноярские рыси». Сейчас Никита Усов тренирует айхальских ребят, руководит хоккейной секцией и курирует массовое катание на льду. В Айхале Никита второй месяц. Разные обстоятельства были. Так получилось, что последние 2 сезона уже были у меня на спад, сказались травмы. Ну и решил, что могу дать какую-то пользу ребятам в качестве тренера. Сегодня у молодого тренера 19 юных воспитанников. Сейчас Никита Усов тренирует самую младшую группу. Продолжает набирать в секцию ребят с 4 лет. У молодого тренера свой подход к ребятам. Никита знает, как подготовить будущих чемпионов. Люблю умный хоккей, то есть все будет направлено на
Спортивное мышление правильное, хоккейное мышление, много будет игр, игровых упражнений. На первых тренировках юные хоккеисты учатся стоять на коньках. Многие из мальчишек впервые пришли на корт. Поначалу юным спортсменам тяжело держать равновесие на льду. Малыши падают, поднимаются и продолжают движение. Тренер всегда рядом, окажет помощь, даст совет. Не все лаете. Неплохо. Катаете. Ну, падаю чуть-чуть. Но мне не больно. Мне нравится сюда ходить. Тренер хороший. Он учит нас кататься на льде. Тренировки у ребят проходят по 3-4 раза в неделю, в среднем по часу. Поддерживают юных хоккеистов родители. Для начала помогают одеть хоккейную форму. Молодой тренер Никита Усов нашел общий язык не только с ребятами, но и с родителями. Он довольно именитый и детей младшую группу начал набирать, что для поселка очень значимое событие. И, надеюсь, всем родителям нам будет это только польза. Нам очень нравится тренер, хотя мы сегодня только 4-е занятие, и совсем мы еще кататься не умеем. И мы совсем маленькие, нам 4 года, но прям очень нравится. Первые состязания у младших хоккеистов пройдут только через 2 года. Сейчас мальчишек объединяет одна цель – научиться играть в хоккей. Хоккей настоящий, профессиональный. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.